Я сегодня хотел бы поговорить с вами о счастливой семье и о базовых вещах, которые необходимы для того, чтобы эта счастливая семья состоялась. Вопрос number one. Что нужно? Что нужно для того, чтобы у вас получилась хорошая семья? Важно, когда ты строишь семью, во-первых, найти правильного человека, не того, кого попало. Знаете, как бы мне скучно было, чтобы этот человек скрасил мои последующие дни. Я жил нищей жизнью, этот человек хорошо зарабатывает. Я нуждаюсь в мужском запахе или в мужском... всякую дичь слышишь, когда люди выходят замуж, думаешь, Господи, тут-то точно нет никакого основания для того, чтобы там хорошо получилось. Хорошо начинается с того, когда ты правильного человека встречаешь. А его нужно дождаться, его нужно принять от Бога, его нужно, понять нужно, что это правильный человек. Его распознать надо, что это тот самый правильный человек, который тебе нужен и с которым ты пройдешь счастливо весь свой путь. Есть вещи базовые, в которых у тебя должно происходить определенное совпадение. Когда ты, например, находишь какого-то человека, ты начал встречаться с каким-то человеком, ты должен проверять себя по этим 3 базовым вещам. У тебя должно быть как минимум притяжение духовное с этим человеком. Поэтому странно, когда, например, люди, если они по-настоящему посвящены Христу, и они следуют за Христом, они хотят в своей жизни реализации христовых целей, странно, когда эти люди пытаются связать свою жизнь с людьми, у которых нет такой духовной базы, духовной основы. Согласитесь, это странно. Потому что это начало всего, духовное совпадение ценностей, духовное совпадение целей, которые есть у тебя и у этого второго человека, второй половины. Мужчина и женщина, мы говорим только об этих вещах. Мы сейчас не говорим про людей, которые не верят в Бога, и они искренне думают, что мужчины могут с мужчинами, женщины с женщинами брак построить. Мы об этом даже не говорим. Потому что это нонсенс. Эти люди, они не верят в то, что Бог есть. Я объясню почему. Потому что они утверждают, что гомосексуальность – это ошибка Бога, когда Бог в неправильное тело поселил другого человека, то есть мужчину в женщину, женщину в мужчину. На самом-то деле я женщина. Если ты так думаешь, ты просто не веришь в Бога. Или ты Бога прищемляешь до такого уровня, будто он дебил какой-то, который ошибся в чем-то. Он не мог ошибиться. И если ты мужчина по половым признакам, значит ты мужчина, ты никак не можешь быть женщиной. И наоборот. Поэтому мы верим в то, что брак или семья – это прежде всего мужчина и женщина. Так вот, когда я, например, мужчина, нахожу свою вторую половину, у меня должно быть совпадение с ее духовными ценностями. И когда я слышу, что этот человек любит моего Бога, этот человек хочет пойти до края земли ради того, чтобы созидать царство моего Бога, когда этот человек готов вместе со мной, преодолевая все трудности, оказаться в центре воли Божией, я понимаю, у нас есть уже духовные какие-то совместные ориентиры. Что-то есть, что-то есть в этом. И это притягивает, это всегда притягивает. Потому что то, кто ты есть внутри, всегда тебя будет притягивать к тому, кто подобен тебе. Это раз. Второе, должна быть база. Это называется эмоциональная или душевная какая-то связь. Это, знаете, как проще сказать, это примерно какой-то один интеллектуальный уровень у людей должен быть, какая-то база для общения, для отношений, когда, например, один шутит, другой понимает его, и он тоже поддерживает эти шутки. А не так, когда один шутит, а другой думает, вот это он умный, там не умный, там Степ. Мне всегда странно, когда некоторые мужчины пытаются, как один брат говорил, подкатывать каким-то женщинам. И когда ты смотришь на вот эти вот подкаты, ты смотришь и думаешь, брат, там между вами пропасть. И она непреодолима. Это интеллектуальная пропасть. Это, знаете, это не уровень нашего образования, нет. Это уровень нашего восприятия вещей, жизни. Это вот внутреннее состояние тебя самого. Прежде чем тебе убедиться в том, что на самом деле это твой человек, и выходить под арку, чтобы Денис скиллы не потерял, я тебе советую, проводи с этим человеком время, слушай его, говори и будь тем, кто ты есть.
Я знаю, да, мы все хотим себя выдать лучше или, за лучший свой вариант. Мы хотим показать лучший свой вариант. Но лучшую сторону, спасибо. Друзья, нам просто нужно быть такими, какие мы есть, в отношениях с этими людьми и не привирать, потому что потом можно очень сильно разочароваться. И причем разочаруется и тот, а потом ты от него разочаруешься. Это так себе история. Поэтому проводите время, общайтесь, смотрите, нравится ли вам вот в его присутствии находиться, нравится ли вам находиться в присутствии там этого юмора или этого интеллекта, который может быть, халлелуя, благодать. Ну и третья, конечно, вещь, этот человек должен тебе нравиться физически. И странно, когда люди говорят, что, наверное, Бог, Он там для моего смирения, Он мне даст человека, которого я буду всю свою жизнь терпеть, я там должен буду, это будет мой крест, я, чтобы не зазнавался, что я там слишком красивый, и у меня борода черная, там, супер красивый, супер сильный, супер мужественный, и Бог там специально тебе подсунет кого-то, эту царевну-лягушку, которую тебе расцеловать первые 30 лет надо будет, чтобы она расцвела. Бог так не делает, друзья. Друзья, Бог это не сказочный Бог, Бог это библейский Бог. И Он хочет блага для нас. Он не хочет страдания, чтобы ты шел домой и думал, Господи, опять это царевна-лягушка, и я не знаю уже, что делать, чтобы все поменялось. Нет. Бог тебе даст того человека, к которому ты будешь бежать, к которому тебя будет тянуть, ты будешь просто думать об этом человеке, ты будешь размышлять, ты будешь наслаждаться временем, проведенным с этим человеком. Так вот, по 3 параметрам мы совпали. Хотим Богу служить эмоционально, интеллектуально, мы практически одно говорим. Может, она там чуть больше языков знает. В этом ничего страшного нет. Потом многие люди начинают вот эти вот истории рассказывать, то, что касательно тела. Что там жена должна быть моложе там, на сколько-то лет, мужчина должен быть старше, подтягивают туда какие-то места Писания, Авраама зачем-то туда суют. Потом начинают целые истории, знаете, вот целые учения раскачивать, что если там жена твоя, не дай Бог, она там старше тебя на какое-то время, она станет Изавелью в твоей жизни. Изавелью она станет в твоей жизни только при условии, если ты станешь Ахавом. Только при таком условии. Поэтому весь этот бред несусветный, который люди сегодня несут, важно, чтобы этот человек тебя устраивал, он тебе нравился, и ты бы просто кайфовал от присутствия этого человека. Мы встали подарочку, мы женились, первый день жизни. Куда идти дальше? Что делать дальше? Какая база? Какие вещи необходимы? Что нужно для того, чтобы моя семья стала прекрасным оплотом Божьей славы, прекрасным местом обитания семейного счастья? Что нужно делать? Для этого я сегодня просто 5 пунктов скажу. Пункт номер 1. Только ты и я живем с тобой одной семьей. Друзья, вот здесь важное место Писания есть. Я хотел бы, чтобы мы прочитали его. Вот пункт номер 1, вы сейчас поймете, почему я назвал его «Только ты и я». Конечно же Бог, конечно же Он база, конечно же Он основа. Если мы говорим сегодня о христианской семье, Он во главе всего, Он в основании всего. Это невозможно вычеркнуть, невозможно выкинуть. Но вы сейчас поймете, почему «Только ты и я». Давайте место Писания прочитаем. Послание Ефесянам, 5 глава, 31 стих. «Поэтому оставить человек отца и мать, и соединиться со своей женой, двое станут одной плотью. В этом великая тайна. Но я говорю вам, что слова эти относятся и ко взаимоотношениям». Я добавил здесь слово «и». Ко взаимоотношениям Христа и Церкви. На самом деле, вот это вот место Писания, оно говорит о том, что ты строишь новую семью. И в этой семье нет больше места для твоих друзей. Сейчас я объясню, почему я так говорю. Для твоих родителей. Нет места больше для каких-то твоих старых интересов. Когда мы хотим построить новую семью, нам нужно отлепиться от всех тех людей, которые влияли на нашу жизнь. До этого момента мы позволяли им влиять на нашу жизнь. Друзья, которые приходили и говорили, что катнем? И ты, аллилуйя, пойдем катнем. Что, может быть, там этот европейский чемпионат, как он, Евро 2028, 2029 начинается. Пойдем, может быть, посмотрим. Больше этого нет. Все.
Потому что ты поворачиваешься, а рядом человек, и ты поешь «Только ты и я». И нет больше евро, нет больше каких-то друзей, нет больше какого-то влияния, которое оказывают какие-то другие люди. Потому что в твою жизнь пришел человек, который, и, во-первых, на тебя оказывает бесконечное влияние. И этот человек, с которым ты сегодня строишь новую семью, новый дом, новое место. И вот здесь интересно, что здесь упоминается, поэтому оставить человека отца и мать и соединиться со своей женой. Двое станут одной плотью. Одна плоть. Это когда ты становишься одним человеком с кем-то. И это целый процесс, это работа, которую надо проводить. Это перемены в мышлении, это перемены во взглядах, это перемены, это перемены поведенческие, приоритетные перемены. Это когда раньше ты мог, например, себе позволить после работы где-то остаться, задержаться, заниматься своими делами. Сейчас ты себе такого больше позволить. Раньше тебя, например, коллеги по цеху твоему могли пригласить тебя куда-то, и ты там, корпорат у вас, ты ушел, там, хандец, тебя там нету какое-то время. Я не говорю о том, что там напился, это мы не говорим об этом. Просто ты куда-то пошел, ты ушел, и никто не знает, где ты. И это твоя жизнь. Раньше была нормальная. Сегодня у тебя есть вторая половина. На корпоративы, извините, пожалуйста, я уже один не хожу, у меня есть вторая половина. И если вы сегодня видите меня одним, то я себя уже не вижу одним. Если я иду на день рождения, я иду со второй половиной. Если я иду на корпоратив, я иду соответственно. Понимаете, о чем я говорю? Только ты и я. Конечно же Христос, конечно же Он основа, Он главный. Но мы должны понять, что с этого самого дня, когда мы встали под арку, мы посвятили себя друг другу. И этот человек теперь в моей жизни в приоритете. Рыбачить вместе, в Караганду вместе. Картошку копать, брат, конечно же, вместе. Еще одно место Писания. Здесь написано так. Что касается вас, друзья, в Бишкеке, пусть каждый муж любит свою жену как самого себя, а жена пусть почитает своего мужа. Знаете, вот интересная штука здесь. Написано свою жену, своего мужа. Все, здесь больше нет никаких других мужчин в твоей жизни. У тебя, если даже была какая-то первая любовь, там, первые, что там, вот эти вот все вот эти первые какие-то... Ты о ком-то мечтал, думал, размышлял. Я просто уже не знаю, там, что бывает в головах. Да? У тебя какие-то мысли о каких-то людях рождались. Все, только свою жену могу любить. Бог говорит, люби, пожалуйста. Я же не запрещаю тебе любить. Только свое люби. Не надо любить чужую жену. Чужая жена для чужого человека. И пусть чужой человек любит чужую жену. Свою жену люби. Это так важно, дорогие друзья. Потому что сегодня многие люди, знаете, вот что делают? Например, мужчина, он получил свою жену, которую он должен любить, с которой он должен заигрывать, флиртовать, ее обнимать, там, ее касаться, какие-то вещи делать. А этот, извиняюсь за выражение, немудрый человек начинает заигрывать, начинает глазки строить, или также жена начинает флиртовать, какие-то комплименты выдавать. Зачем? Иди к своей жене, и вот все на нее выливай это. Все, что скопилось в твоем любящем сердце. У тебя теперь есть только ты и я, и на тебя я вылью всю свою любовь. Так что ты ее не унесешь сегодня. Все, друзья, если до этого у меня были какие-то вариантища, то все, больше их нет. У меня есть моя жена, которую я люблю, на которую я лью эту любовь, которую я касаюсь, с которой я заигрываю. Я ее называю всякими солнечными именами, уменьшительно-ласкательными. Как там вы договоритесь, это уже ваше дело. Зайчиками странно, конечно, когда у тебя умный человек рядом с тобой, а ты ее там в такого примитивного животного превращаешь. Итак, я хочу построить хорошую семью. Я начинаю с того, что теперь в моей жизни есть человек, вокруг которого крутится моя жизнь. Все. Все, что раньше крутилось вокруг меня, вокруг других людей, это ушло на вторые какие-то позиции, потому что на первом месте в приоритете у меня этот человек. И причем, знаете, этот человек должен быть счастлив со мной, потому что я образ Божий. И если я отображаю образ Божий, смотрите, здесь написано как. Я хочу, чтобы вы знали, апостол Павел говорит, который не был женат, что глава каждого мужчины Христос.
Ему было вообще на изи эти вещи говорить. Но, мужчины, вы должны понять, ваш глава Христос, не жена. Иногда слушаешь опросы христианские, а кто в вашем доме глава семьи? В смысле, кто? Ну, у нас там и начинается свистопляска, хорош. Друзья, вот здесь все прописано сразу. Если вы вот с этим, вот, например, вы не замужний, не женатый человек, вы с этим не согласны смириться, вы вообще не начинаете под эти арочки лезть. Пожалуйста. В ад превратится ваша жизнь. Вам нужно смириться. Мужчина, мой глава Христос. Я должен покориться Ему. Я должен посвятить свою жизнь Ему. Я должен стать человеком, который берет от Него и передает это в свой дом. И который руководит Его властью, данной мне Богом. Дальше женщина принимает эту власть, и она говорит, с этого самого дня ты глава в моей жизни. Это не значит, что я буду соглашаться, когда мужья начинают просто всякую дичь говорить. Это не значит, что женщина должна с этой дичью соглашаться. Но когда мужчина под главой Христа, и он руководит семьей, а жена всегда в противовес, потому что она тоже хочет последнее слово вставить, потому что она тоже влиятельный человек в этой семье. Да, влиятельный, никто никогда это не оспаривал. Не надо болезненные чувства свои проецировать вот в эту схему. Поэтому, женщина, если вы не готовы, что в вашей жизни появится глава, которому имя мужчина, то не начинайте даже. Вот здесь дальше написано, какая должна быть глава. Мужчина там не должен покрывать свою голову. Давай. Так как он является образом Божьим. Это мужчина, на которого ты смотришь и Христа видишь. И думаешь, Господи, кого ты мне выдал? Свое просто подобие в моей жизни появилось. Аллилуйя! Ты молишься, руки поднимаешь и говоришь, Господь, спасибо тебе за этого человека, который любит, заботится, столько добра являет, столько забот я вижу через его руки. Это сердце Христа, через мужа. И он, знаете, он берет образ Христа, он все изучил в Писании, что говорит Библия о мужчинах, а там любит, греет, заботится, омывает, баню водную, освещает, приводит к свету. Этот человек начинает делать все эти вещи. На лице женщины это будет видно всегда. Она самая счастливая будет. Это не такие затюканные жены, которые там, христианские жены, знаете, там, она затюкана Писанием, там она так купает. Знаете, вот как это? Раз, два, три, четыре, пять, 55. Ну, выныривай. Молодец. Эксперименты не надо. Друзья, женщина, она является славой мужа. Если у тебя забитая жена, зашуганная, зачуханная, от нее не веет счастьем, не веет радостью, не веет, знаете, свободой Божией, с тобой какая-то беда, муж. Потому что она всего лишь луна. Она отображает то, что создано солнцем. Она луна. Здесь очень просто говорится, что я слава Божья, я образ Божий, я от Него питаюсь, я от Него что-то получаю, потом я создаю атмосферу. Если атмосфера запуганности, страха, доминирования какого-то, с этим мужчиной что-то не то. Если атмосфера, знаете, вот этого неверия, атмосфера какого-то, как это, скафнения, да, и вот жена, она как на веревках, как на нервах, все решает какие-то проблемы, и она вместо того, чтобы быть славой своего мужа, она отражает проблемы своего мужа. Итак, что мне делать? Первое, мы уже сказали, только ты и я посвятили друг другу себя. Теперь живем друг для друга. Второе, у нас есть прекрасное, так как мы же соединены в духе, в душе и в теле, у нас есть духовное время вместе. Когда мы вместе и читаем, и поем, и молимся, и потом на служение вместе выходим. Духовное время – это то, что по-настоящему склеивает семью и делает семью Божьей семьей. Сегодня куча семей разных есть, но Божьих семей очень мало. Потому что это место, где, во-первых, построен алтарь или жертвенник Божий, где Бог по центру. И Бог, Он склеивает, Он соединяет два разных человека. Попробуйте молиться уже, начинать сегодня вместе за свои проблемы, за свои какие-то трудности. Вау, я помню, я попробовал первый раз. Господь, да благословит вас, чтобы у вас такого не было. Начали мы духовно, начали мы молиться, а закончили тем, что жена в своей комнате, я в своей комнате, я пою песни, она подавленная, я песнями своими показываю, что у меня-то все хорошо, а ты-то дура у нас оказалась. А как ты будешь духовное время проводить с человеком, если между вами пропасть духовная?
Никак. Поэтому даже и не думайте, молодые люди, даже не думайте. Семья, которая вместе молится, семья, которая вместе проводит духовное время, только такая семья сегодня, в наши времена, страшные по-настоящему. Потому что апостол Павел эти времена описывал в послании Тимофею. Эти времена настали. Безнравственные, неблагодарные. Все это захватывает молодых людей, захватывает женщин, захватывает мужчин. Сколько сегодня семей разваливается только из-за того, что там жены, они видят эту космическую жизнь, инста-жизнь некоторых людей. Им прям охота такой жизни. Они не хотят в рамках каких-то жить, сидеть, потому что что-то потеряно вот здесь, в духовной жизни. Что-то потеряно, как будто какое-то семя, зерно, самое главное, оно где-то утерялось. И человек начинает жить для какой-то дичи совершенно. Они смотрят в этот Инстаграм, смотрят, кто на чем ездит, кто где отдыхает, кто во что одевается, у кого какая Прада есть. И потом у людей башню сносит. А мой-то что может? $1000, если он зарабатывает, это вообще гигантский красавчик. А так вот же она жизнь, вот. И оказывается, есть возможности столько, а я тут с ним прозябаю свою жизнь. Духовное время, если оно будет потеряно, это приводит к подобным вещам. Только ты и я. Мы посвятили себя друг другу, мы посвятили себя на то, чтобы соединяться духовно. Потом есть третий пункт очень важный. Это когда ты и я, мы проводим время для души. Когда мы эмоционально переливаемся друг в друга. Это не значит, когда у меня проблемы на работе, я пришел, там начал, это дебилы все вокруг, все там сдохнуть проще. И перелились, знаете, эмоционально перелились. Она такая счастливая тебя встретила, и ты там ее... налил. Нет. Друзья, общение, разговоры, это когда мы просто разговариваем друг с другом, не по делам бизнеса, не по делам служения, это когда просто мы проводим время друг с другом. Ты говоришь ей какие-то слова любви, ты говоришь ей о том, какая она прекрасная, ты отсыпаешь ей свои комплименты, ты проводишь время, просто слушаешь ее какое-то мнение, вы советуетесь друг с другом, вы ведете диалог. И это то, что семье позволяет быть семьей по-настоящему. Это не просто место какого-то рабства, где один взят в плен, работает на интересы другого, а тот приходит только ценные указания раздает. И такой, знаете, руководитель по жизни. Нет, это место, где люди просто проводят время друг с другом, такие, какие они есть, они кайфуют от этого, и они через это все больше и больше эмоционально сближаются. Это место открытости, это место диалога, это место отношений. И то, что мы читаем, например, в Эдемском саду, эти два человека были ноги, это не только о физической наготе, это и о той душевной наготе или эмоциональной наготе друг перед другом, когда мы то, кто мы есть, когда мы такие, какие мы есть. Когда нам не надо прикидываться, когда нам не надо на себя пух накидывать, что мы какие-то важные, что мы там что-то можем. А вот такое, какое я есть. И ты это время проводишь, это эмоциональное время или душевное время, и оно жизненно необходимо для любой семьи. Находите время для того, чтобы проводить это время с муж с женой. Находите время, чтобы просто там вместе где-то гулять, чтобы просто где-то вместе сидеть, там о чем-то говорить, что-то обсуждать, слышать друг друга, рассказывать друг другу какие-то истории. И не просто проблемные истории со своей работы. Не тащи ты работу свою в дом. На работе работай. Вышел за работу, закрыл офис, все, проблемы там оставь. Пусть они завтра тебя дождутся, ты вернешься в 9 утра завтра, откроешь офис, проблемы скажут «Hello, мы были здесь и ждали тебя». Вот и решай их вовремя. А домой тащи что-то другое, домой тащи что-то, что будет создавать определенную атмосферу. Это касается и мужчин, и женщин. Есть время для тела. Вау. У некоторых вот кроме времени для тела у них вообще ничего нет. И в мозгах у них время для тела всегда смотрит и все. Давайте прочитаем место Писания. Первое послание к Коринфянам. Здесь интересное такое прекрасное место о сексе. И интересные слова он здесь говорит. Муж должен выполнять свои супружеские обязанности по отношению к жене. Конечно, религиозные люди скажут, супружеские обязанности, это чтобы он просто пришел, ее там хлебом накормил. Нет, друзья. Здесь в контексте, если вы начнете читать, если вы начнете читать всю эту главу, в контексте здесь говорится о сексе. И здесь написано, что муж должен выполнять свои супружеские обязанности по отношению к жене, а жена
по отношению к мужу. Тело жены принадлежит не ей самой, но ее мужу. И также тело мужа принадлежит не ему самому, но его жене. Не избегайте, сегодня было бы написано, не избегайте секса друг с другом. Здесь написано, не избегайте близости друг с другом. Разве что на короткий период, договорившись это время посвятить посту и молитву. Пятница, суббота, воскресенье. В предстоящее. Почему секс до брака это плохо? Потому что знаете, что такое секс? Секс это инструмент, который позволяет нам приклеиваться друг к другу. Это склеивающий инструмент. Но это не просто тюбик клея, который не заканчивается. Это как скотч. Вот если ты скотч куда-то приклеил, первый раз он держит очень хорошо, согласитесь? Потом ты его отодрал оттуда, приклеил еще куда-то, он даже будет держать. Потом приклеил еще куда-то, и он, может быть, еще и в третий раз будет держать. Но потом в четвертый раз его клейкость перестает работать. Так вот, секс, он почему для брака? Потому что он нужен именно в браке, как этот скотч, который соединит раз и навсегда. А если ты там поблудил, здесь поблудил, тут поблудил, потом это не работает, как божественный инструмент с неба. Это один из взглядов на секс. Это хорошая возможность ставить точку в твоих духовных, эмоциональных, близких отношениях с твоей женой, или это еще апогей наслаждения жизни с этим человеком. Важно понимать такую вещь. Секс, там написано, мое тело принадлежит не мне уже, а ей. И ее тело принадлежит не ей уже, а мне. Давайте к последнему перейдем. У нас есть первые, 3. Мы вместе молимся, вместе имеем духовные цели, духовные ценности, мы переживаем эти ценности. Дальше у нас есть время, когда мы просто проводим время друг с другом. Просто ни о чем. Но это время, когда ты эмоционально все больше и больше сближаешься со своим партнером. И потом тело. И тело это не только секс. На самом деле это твои отношения с этим человеком, это твое уважение к этому человеку, которое ты показываешь ему ежеминутно, ежечасно, в разных ситуациях. Странно, если там ругаешься с этим человеком какое-то время, а потом ночи, все, давай сексом заниматься. И так не работает вообще вся эта система. Потому что вся эта система работает, когда ты проснулся, ты любишь этого человека, ты говоришь, любимая, привет, пойдем молиться, пойдем вместе Богу поклоняться. Потом ты спрашиваешь, тебе, может быть, кофе сварить. Потом ты начинаешь говорить, может быть, тебе здесь холодно, давай вон туда перейдем поближе к батарее, а может быть, тебе слишком жарко, давай сядем вот здесь под кондиционером. Ты заботишься об этом человеке, это искренняя забота, это без всякого такого, знаешь, там с утра некоторые говорят, надо жену свою готовить. Не надо ни к чему готовить, надо ее просто любить. Ее просто нужно любить. Ее просто нужно любить. В моей жизни были ситуации, я замечаю это в жизнях других людей. Слава Богу, ты прошел через что-то, ты можешь это видеть в жизнях других людей. Когда мужчина доминирует над женщиной, он ей что-то пытается доказать, свою правоту, крутизну, он ее держит в каком-то злом, там, как это говорят, в черном теле, да? Он ее там пытается за что-то наказывать, он пытается ее исправить, изменить. Друг, я тебе хочу сказать, это вообще не твоя ответственность изменить этого человека, потому что ты это не сможешь сделать. Это Дух Святой может сделать. И то, когда ты сам изменишься, изменишь свое отношение к ней, изменишь свое сердце к ней. И когда Библия же не зря говорит, мужчина должен любить свою жену, а женщина в ответ, она его будет уважать, в отместку. Ты любишь, а она говорит, а я тебе отомщу своим почтением, своим уважением. Твоя любовь, твои слова, которые ты постоянно говоришь, дорогая, ты такая прекрасная, тебе этот макияж идет, у тебя там такие... И ты просто говоришь какие-то комплименты. Ты говоришь что-то, что этого человека эмоционально поднимает и делает этого человека эмоционально достойным. Я тебе могу сказать, этот человек будет в ответ тебя уважать. И он будет с уважением к тебе относиться. Бывают такие браки, когда некоторые мужья и жены, это прикол есть такой, да, что жена спрашивает, ты меня любишь, да, я тебя люблю. Потом опять спрашивает, ты меня любишь, да, я тебя люблю. Потом третий раз спрашивает, ты меня любишь. Слушай, если у меня что-то изменится в этой сфере, я тебе дам знать.
Она нуждается в этом эмоционально, чтобы каждый день ей говорить. Мужчины тоже, да, нуждаются? Мужчины, оказывается, тоже нуждаются. Говорите это друг другу без ограничений. Не считайте, сколько раз вы сказали. Просто смотришь на нее, говорит нежные слова. Говорите эти нежные слова. Друзья, не стесняйтесь. В этом нет никакой слабости. Некоторые мужики хотят свою силу показать тем, что они не будут себя вести вот таким вот нежным образом по отношению к жене, к детям. Друзья, вы не крутизну свою показываете, вы сеете в этих людей отчуждение. И потом не удивляйся, что какие-то другие люди начнут говорить комплименты твоей жене. Потом они спрашивают, а что меня моя жена оставила? Я такой хороший. Да-да-да. Как говорила бабушка наша, когда спишь зубами к стенке, ты хороший. Все ждут, когда это случится, что ты уснул, и тогда жизнь начинается в доме, потому что тиран спать пошел. Знаете, так важно сегодня быть людьми, которые заботятся друг о друге, иначе кто-то другой, дьявол, подсунет такого человека, и он начнет заботиться о твоем партнере. Он начнет физически заботиться, он начнет эмоционально заботиться, и потом браки разваливаются, в том числе христианские браки разваливаются. И в этом нет вины Бога, что что-то изначально было неправильно. Все вначале было хорошо, но люди либо были не обучены, либо были непокорны Слову Божьему, они поступали так, как они это хотели делать по своему эгоизму. Последняя вещь, 5, деньги. Знаете, вот этот вот момент, его нельзя упускать, потому что в это все упирается, и от этого очень многие вещи зависят. Здесь написано так, 5 глава, 28 стих, с 28 стиха. Мужья должны любить своих жен. Здесь, знаете, не так, мужья, может быть, будете любить своих жен. Может быть, если получится, там, попробуйте полюбить своих жен. Он должен это делать. Все. Прикинь, ты подписался подо что. У тебя есть ответственность, которую ты уже не можешь избежать. Если ты ходишь перед Богом, ты должен любить свою жену. И дальше написано, как свое собственное тело. Тот, кто любит свою жену, любит самого себя. Ведь нет такого человека, кто бы ненавидел свое тело, но каждый питает свое тело и заботится о нем. И вот здесь просто апостол Павел проводит такую параллель. И он говорит, если ты любишь кого-то, ты будешь к нему относиться, ну, как минимум, как к себе самому. Если у тебя есть какая-то красивая одежда, она однозначно должна быть у твоего любимого человека. Правильно же? Если я ем какую-то вкусную еду, то однозначно я накормлю сначала любимого человека. Если я создал какие-то условия для хорошей жизни, то прежде всего я создал эти условия для этого человека. Это и есть настоящая любовь. Когда мужчина заботится, когда мужчина, он делает все для того, чтобы комфорт его семьи, он зависел от силы его рук. Поймите правильно, я не вырываю это из контекста того, что мы без Христа вообще никто. Сила наших рук, она вообще ничтожна. Но все наши усилия, все наши силы мы уже направляем не на самих себя, не на свои потребности, а прежде всего на потребности этого человека. Маникюр, педикюр, жрать не буду, но тебе надо сделать. Что делать? Надо тебе там прическу, надо тебе одежду, надо тебе еще что-то. Извини, ты у меня в приоритете, поэтому я хожу все время в одной и той же черной футболке. Ты давай это, Алин, не ломай мне системы. Да здесь же очень просто. Каждый, кто питает свое тело и заботится о нем, только тот может заботиться о ком-то другом. Как ты, например, мужчина, собираешься жениться, если ты сегодня не можешь позаботиться о том, где жить, что есть, чем укрыться, как оплатить какие-то потребности свои? Вообще даже не думай в эту сторону. Какое встречаться с кем-то? У меня подруга, или как там, у меня есть девушка. Какая девушка? Ты на себя посмотри. Тебя мать кормит, там, поет, она заботится о тебе. Ну, мать с отцом. Они делают все там, чтобы твоя жизнь прекрасна была. Девушку зачем-то завел. Сначала о себе питомца, да, завел. Ты сначала о себе, питомцы, научись заботиться, а потом уже, это, прикинь, это базовая ответственность мужчины, заботиться о своей семье. И если вот здесь перекос, я не говорю про то, что женщина может не зарабатывать или зарабатывать больше, чем муж. Но если муж изначально не встал в свою позицию, хандец всему. Все, там мы уже потом даже говорить о формировании бюджета, об управлении бюджетом даже смысла нет, если человек не встал на эту лыжню.
Заботиться не о себе любимом, а прежде всего о своей семье, о своем доме, где жить, что есть, как где отдыхать, чем заниматься. Это моя базовая ответственность сегодня, а потом уже все остальное. Итак, первое, мы говорили о том, что теперь есть в моей жизни только ты и я, и Христос. Под этой арочкой люди же не просто друг другу делают обещания. Они не просто друг перед другом клянутся, они впускают Христа третьим и главным. И они начинают жить по Его ценностям и по Его принципам, по Его Слову Божьему. Второе, мы говорим о том, что это люди, которые проводят время духовно друг с другом, и у них есть духовные ценности, которые они продолжают подпитывать в своей жизни, читая вместе Писание, молясь, вместе трудясь для Христа. Третье – это люди, которые проводят эмоционально время друг с другом. И как Алина очень классно подметила, что это невозможно расчленить. Ты начинаешь с ней молиться, потом о чем-то разговаривать, потом начинаешь ее обнимать и в щеки целовать. Это уже другая история. Но здесь это все невозможно расчленить, но все это должно быть. И перекосов быть не должно. Время для тела, время, когда ты уделяешь этому человеку настоящее такое сердце свое, говоря комплименты, говоря какие-то добрые слова, поддерживая, побуждая этого человека на какие-то свершения, в том числе, если ты жена и делаешь это для мужа. И деньги. Во-первых, муж способен заработать для себя, и во-вторых, он способен позаботиться уже не о себе только единственном и не о себе милахе. Но знаете, как важно, чтобы вот эта вот третья нитка нашей жизни или третья нитка, благодаря которой вообще скручивается эта семья в канат, который не скоро порвется. Помните, там 3 нити, да? И кто-то из физиков доказал, что когда скручено именно 3 нити, именно такой канат невозможно, или сложнее всего порвать. Если бы там было 4 или 2, это было бы гораздо меньше усилий стоило бы порвать. Там какой-то закон физики работает, короче. Самое большое соприкосновение плоскостей, что ли, происходит. Что-то такое. Так вот, если Христос есть в таком браке, если ты посвящен Христу, то такой брак пройдет через все ураганы жизненные, через все трагедии жизненные. Потому что жизнь, нам никто не обещал, что это будет легкое путешествие.